В администрации муниципального района прошел тематический семинар по вопросам администрирования имущественных налогов физических лиц. Ходом работы семинара руководил заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 1 по Республике Башкортостан Святослав Чиликин. Первым в повестке дня был рассмотрен вопрос об основных изменениях в налоговом законодательстве, касающихся исчисления имущественных налогов. О состоянии собираемости налогов и о задолженности анализ провела Алина Шарипова, начальник отдела инспекции. Также информацию по ведению государственного адресного реестра довела специалист первого разряда Алина Давлетова. Кампания по массовой рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2018 год уже началась. Уведомления направляются владельцам налогооблагаемого имущества, земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. Расскажите нам, пожалуйста, что является объектом налогообложения? В соответствии с действующим законодательством объектом налогообложения по налогу на имущество у нас являются квартиры, дома, дачи, гаражи, машиноместа, иные строения, сооружения. Соответственно, по земельному налогу это земельные участки, и по транспортному налогу это легковые грузовые автомобили, трактора, самоходные машины, снегоходы, иные воздушные и водные транспортные средства и другие объекты. Я сейчас привел перечень наиболее массовых объектов налогообложения, а с полным перечнем можно ознакомиться в Налоговом кодексе Российской Федерации. А кто является плательщиком налога? Соответственно, плательщиками налогов у нас являются собственники указанных мною объектов. А на основании каких документов уплачивается налог? Налог у нас уплачивается на основании официального документа налоговой службы, который называется налогоуведомление. Налогоуведомление направляется в адрес налогоплательщика не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты налога. Как граждане получают налоговые уведомления? Существует два основных способа получения налоговых уведомлений. У нас в электронном виде налоговые уведомления поступают в личные кабинеты налогоплательщиков, и традиционным способом по почте России направляются уведомления тем гражданам, которые личных кабинетов не имеют. А каким образом сегодня удобнее, проще всего платить налоги? На самом деле процедура достаточно простая. Оплатить налоги можно в любом кредитном учреждении, то есть в банке, в почте России, на почте России, через платежные терминалы. Кроме того, существуют онлайн-способы оплаты налогов. Через личный кабинет налогоплательщика физического лица на сайте налоговой службы, а также можно воспользоваться электронными сервисами по оплате налогов. А может ли быть такое, что уведомления не приходят? И что делать в таких случаях? Да, такая ситуация имеет место быть. Налоговое уведомление не придет в 3 случаях. Может не прийти в 3 случаях. Первый случай – это если налогоплательщик имеет льготу, которая полностью освобождает от уплаты налога, то есть сумма налога равна нулю. Второй случай – если сумма исчисленных налогов у нас составляет менее 100 рублей. И третий случай – уже про это говорил, если налогоплательщик у нас является пользователем личного кабинета. Новое в проводимой кампании – это отсутствие самих квитанций на уплату налогов. Почему так? Действительно, такая ситуация у нас сложилась в 2019 году. Дело в том, что у нас применяется новая форма налогового уведомления. Она, как и прежде, содержит раздел с исчисленной суммой налога, но не прикладывается сама квитанция, а уплату необходимо проводить по реквизитам, которые содержатся в этом налоговом уведомлении, по реквизитам оплаты. Кроме того, для удобства налогоплательщиков у нас содержится на налоговом уведомлении штрих-код и QR-код, по которым можно оплату произвести. А какие еще есть заметные изменения в налоговом законодательстве? Отмечу, что глобальных заметных изменений в законодательстве нет. Это хорошо говорит о том, что законодательство достаточно стабильное. 3 выделил бы заметных изменения. Первое – это то, что у нас введен 10% коэффициент роста налога в сравнении с прошлым налоговым периодом. То есть у вас налог не вырастет более чем на 10%. Второе изменение – это то, что у нас введен запрет на перерасчет налога в сторону увеличения, если налог оплачен ранее уже. И третье изменение, оно носит такой социальный характер, касается предоставления льгот по налогам многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.
Насчет исчисленной суммы налогов, ее можно самостоятельно проверить? Можно. Для этого предлагаю воспользоваться калькуляторами, налоговыми калькуляторами земельного налога, налога на имущество и транспортного налога, которые расположены на официальном сайте налоговой службы налог.ру. Кроме того, исчисленную сумму налога можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика. И как гражданам можно уточнить вопросы, связанные с налогообложением имущества? Вся информация у нас содержится на промо-странице налогоуведомления физических лиц 2019, которая расположена на официальном сайте налоговой службы налог.ру. И в завершение давайте напомним о сроках уплаты налогов. Уважаемые налогоплательщики, оплатить налоги, имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря текущего 2019 года. Заплатите налоги вовремя. Общеизвестно, что поступление налогов является основой формирования бюджета района. От налоговой дисциплины граждан зависит качество жизни в районе, а именно ремонт и содержание дорог, социально-культурных объектов, благоустройство населенных пунктов, своевременность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и так далее. Поэтому не забудьте до 2 декабря исполнить свой конституционный долг. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».